Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой. Кто что будет вам предлагать в следующие 2 месяца? Какие предложения поступят в ваш адрес? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какое-то у вас состояние непростое в сегодняшнем дне. Какая-то грусть, печалька. У кого-то прям даже и стресс, депрессия, апатия даже может быть. Недавно что-то не случилось, либо не получилось. Либо кто-то вас очень сильно подвел, либо разочаровал. Кому-то вы очень сильно тянулись, но человек либо не среагировал, либо среагировал, но совершенно не так, как вы ждали. Вообще у меня здесь мужчина с женщиной за спиной, и здесь вы одна. И голова у вас сейчас пустая. То есть как бы нет никаких желаний, нет никаких хотелок, просто пустота какая-то у вас ощущается. Значит, мои хорошие, кем бы ни приходился вам этот мужчина, знайте, что его каким-то хитрым образом удерживают. Вы видите, он ручки-то тянет к вам, а вы к нему тянете. А вот эта женщина, она как вот за холку, за шиворот его держит и не пускает. Вот она прям цепилась когтями, там, зубами, не знаю, чем она там могла, прилипла к нему, да, приклеила к себе и не пускает. А он так к вам тянется. Действительно к вам тянется. У вас с этим мужчиной, будут несколько вот как дорог, встреч и какой-то очень серьезный разговор. У нас отсыпка звучит так: кто что вам будет предлагать, но вижу, что именно вы будете этому мужчине предлагать. Либо нет, больше похоже, знаете, даже не на предложение, а на условия. То есть вы будете перед этим мужчиной ставить свои условия, да, либо какой-то прям ультиматум ему, да, вот так, либо никак. Вы будете делать. Вы думаете, что он ветреный, либо что он слишком какой-то, несерьезный. На самом деле там серьезная причина, потому что вот эта женщина, вы ее, я не знаю, может, недооцениваете, либо преуменьшаете ее значение. Поверьте, она мужчине делает больно. Она делает ему больно и, как гвоздями прям себя прибила к нему, и ей больно, и ему больно. А он к вам все равно тянется. Очень тянется. Между вами сейчас вот прям тишина, блок между вами стоит, как стена между вами стоит. Возможно, вы на расстоянии, возможно, вы давно не виделись с ним, но он в ваших мыслях присутствует, как в крови вашей присутствует, а вы точно так же и у него. Хотя вы на него очень обижены, а вот он, нет, наоборот, он как любит. Любит. У вас как бы к нему болька в сегодняшнем дне, а у него к вам любовь. Понимаете, любовь. Будут дороги, будут встречи, будут, и очень будет серьезный разговор. Он к вам птицей летит, понимаете, птицей как-то стремительно, прям быстро. Может быть, без предупреждения. Вот прям нагрянет птицей, и разговор очень сложный будет. Его предложения к вам, но они все раньше уже обговаривались, проговаривались. То есть ничего особо нового он вам не скажет. Скорее, он будет предлагать воплотить, да, это может быть ваши общие мысли, и он будет предлагать это все воплотить в реальность. А вы уже, да, будете ставить свои условия. Как бы имеете право. Имеете право. Вы для него как глоток жизни, понимаете? Вот чем дольше между вами вот эта стена, чем дольше он вас не видит, он как чахнет, да, без вас он чахнет.
Так, девочки, кто был в отношениях с этим человеком, и вы расстались, там, неважно по какой причине вы расстались, это не конец, это всего лишь пауза, у вас еще все будет с этим человеком. Вот. Если вы, в принципе, находитесь на расстоянии, то есть между вами вот какие-то там километры, тысячи километров, то мужчина все это преодолеет. Его очень тянет к вам, вы его как зовете все время, призываете к себе, даже не желая того, да, он любовь зовет. Он все это преодолеет. Скоро. Вот эти события, они совсем скоро произойдут. Мы смотрим на 2 месяца. Я думаю, что в течение вот 2-3 недель у вас уже первая встреча с ним состоится. Он, видите, летит к вам. Так. У кого-то, кстати, возможно, как служебный даже роман начнется. Да? Возможно, этот мужчина, вы с ним работаете, либо сотрудничаете по какому-то вопросу. И он к вам тянется, и у вас от него были какие-то ожидания. То есть не будете же вы сами напрашиваться, правильно? Да? Вы все думали, надеялись, что он к вам проявится. Он очень хотел, но, возможно, не до конца свободный, либо там какие-то серьезные обстоятельства с другой женщиной были. Вот, он все это преодолеет, девочки, преодолеет. То есть между вами тут и общие дороги, общие встречи, очень серьезные разговоры будут происходить. Так что не переживайте, не переживайте. Так, предложение от какого-то друга подруги. Неожиданное предложение, связанное, тут не прибыль, а скорее как покупка чего-то. Может быть, покупка на 2, там в складчину, как называется правильно. Вам будут предлагать поучаствовать, принять участие в какой-то покупке, в приобретении. Я вам сразу скажу, что дело выглядит сомнительно. Может быть, ваш этот друг, приятель, приятельница заблуждается. Может быть, человек в какой-то омане находится. Я вижу, что вы очень здравомыслящий человек, и вы поймете, что это какая-то несостоятельная сделка, да, либо тот товар не стоит таких денег. Я вас умоляю, грубо не отказывайте, а постарайтесь человека убедить, что не стоит это покупать. Потому что вижу, что вы отказываете, потому что вы видите, что овчинка не стоит выделки. И ваш вот этот друг-приятель может на вас даже обидеться немножко в этом плане. Поэтому здесь нужен разговор с разъяснениями, с указаниями, с объяснениями, чтобы человек не обиделся, и чтобы вы, этого человека выручили, получается, да, не дали совершить эту ошибку. То есть, да, и сами не купились на эту ошибку, и этому человеку не позволили ошибиться. Так, с правой стороны у вас такая лодочка вышла очень интересная. Лодочка — это вот поездка какая-то, поездка, прям самые ближайшие, неделю, да, ближайшие 7 дней у вас какая-то поездка будет. Вас туда зовут, не знаю, как по приглашению, либо по звонку. Вот говорят: давай, приезжай. А вы думаете, стоит вам ехать или не стоит. Смотрите, в этой поездке вы отдохнете, как расслабитесь, даже, может быть, полечитесь. Да, вот у кого с эмоциями проблемы, у кого вот психика немножко нарушена, раскачана, обязательно поезжайте, у вас как оздоровление идет. Смена картинки, она вам поможет. То есть новые виды, новые люди, новые места, вот облегчение вам принесут. Обязательно поезжайте и не отказывайтесь. Так, а с левой стороны. Здесь вот люди собираются по какому-то случаю. Какой-то случай, какое-то мероприятие, может быть, день рождения, корпоратив, крестины, либо юбилей, возможно, даже чей-то. Люди собираются. Но эти люди вам либо плохо знакомы, либо мало знакомы, либо, в принципе, да, не особо вы с этими людьми общались. Эти люди будут настаивать на том, чтобы вы к ним пришли, посетили. Для вас будет странно, что вы не настолько плотно общаетесь, но люди вот прям очень настойчивы. Тут не один человек вас будет приглашать, как семьи, может быть, да, семья вас приглашает, разные члены семьи вас приглашают.
В принципе, для вас у вас, возможно, такая отговорка, что я их плохо знаю, да, либо о чем я с ними там буду говорить, я там никого не знаю. Смотрите, если вы примете это приглашение, пойдете, посетите, во-первых, вы познакомитесь с очень интересными людьми. По крайней мере, я здесь вижу именно женщин интересных для вас. Может быть, эти женщины обладают какой-то важной и нужной информацией для вас. Может быть, эти женщины обладают какими-то специфическими связями, да, которые могут быть для вас полезны. 2 женщины вижу. Одна очень худенькая, а вторая женщина гораздо старше, чем вы. Вот, как взаимовыгодное знакомство тогда у вас получается, да? И еще, эти люди, они ведь неплохие, неправда неплохие, и они очень хотят с вами поддерживать тесный контакт, вот общаться с вами, беседы вести, дружить с вами очень хотят. Вот поможет вам сблизиться, если вы посетите это мероприятие, куда вас будут звать. Так, вижу какие-то ухаживания, надоедливые ухаживания. Здесь мужчина, который начнет за вами, ну, просто хвостиком ходить. Хвостиком, не знаю, почему он вам не нравится, хоть и с правой стороны вышел, в принципе, должен нравиться, если с правой стороны. То есть человек, в принципе, правильный. Может быть, какие-то особенности внешности, либо характера. А вы очень строптиво себя будете вести по отношению к этому мужчине. Прям отталкиваете его, так пинаете, говорите, так, пошел отсюда, не подходи ко мне, я с тобой не хочу. А он прям бедненький тут за вами ходит, слезы льет, постоянно вас куда-то зовет, приглашает, помощь свою предлагает. Ну, старается, очень старается. Но с этим человеком у вас раньше не было отношений. Вы знакомы, вы друг друга видите. Этот мужчина, он как безнадежно влюбленный идет. Влюбленность, она такая давнишняя, это не новое чувство, давнишнее. И вот он вам признается, либо, ну вот, начнет за вами действительно ухаживать. А вы прям не хочу, не буду, отстань от меня, мне это не интересно, прям отбиваетесь от него. Ну, понятно, что сердцу не прикажешь, но с другой стороны, в принципе, мужчина неплохой. Он для вас готов на какие-то вот прям широкие жесты, на серьезные поступки, на какие-то вот прям ответственные действия он готов. Может быть, вам следует немножко присмотреться к этому человеку, либо договориться с ним, что вот извини, сердце мое закрыто, но мы можем, например, там просто дружить, да? Потому что вижу, что этот человек вам может помочь в вашей ситуации, либо в каких-то ваших делах, там, заступиться за вас может, я не знаю, даже материально как-то вам помочь. Такой неплохой, но почему-то вам совершенно не нравится. Ну, вы не хотите с ним пару, вы не хотите с ним двойку. Не обижайте его, пожалуйста, не обижайте, поверьте, у него чувства самые настоящие. Понятно, что никто не может вас заставить с этим человеком встречаться, но дружить, просто общаться, дружить с ним можно. В общем, не обижайте, да, тут высшие силы просят, чтобы вы его не обижали. Так, еще предложение. У кого есть дети, которым нужно, не знаю, учиться, чем-то заниматься, может быть, это какие-то кружки, а может быть, какие-то образовательные центры, также учебные учреждения. Здесь несколько предложений поступит именно вам относительно ваших детей. И именно вы будете подбирать для вашего ребенка, чем заниматься, где заниматься, там, на кого учиться. Предложения будут очень хорошие. Их будет много, и они все такие вот прям, знаете, вот какой ни возьми, все хорошие. Выбирайте совместно, либо учитывая мнение вашего ребенка. Так, а кто у меня сейчас в паре в браке? Потому что здесь у кого-то явно есть брачные отношения. Но здесь от вашего этого супруга, будь то настоящий, будь то прошлый, но присутствующий в вашей жизни, опять же, вот на детях, с детьми связано. Скорее всего, через детей будет делать какие-то предложения, но предложения, смотрите, через детей вам, да, либо прикрываясь детьми, ему важно, чтобы вы как-то среагировали, либо что-то там одобрили для него, например, да. То есть он говорит, детям нужно, я не знаю, там, мое воспитание.
я буду там приходить, либо разреши мне приходить там чаще, чтобы я больше там с детьми общался. Вот, в принципе, он, прикрываясь детьми, пытается с вами сблизиться. Но это все будет шито белыми нитками, вы это все просто там с первого момента поймете. У вас реакция будет очень, кстати, бурная на это все дело. Девочки, ну что сделаешь? Ну ошибся мужик, да, теперь вот таким хитрым образом пытается вернуться, либо даже доказать, что он был хорошим мужчиной. Опять же, у кого-то отыграется, что бывший появится, вот принесет какую-то матпомощь, подарки, типа детям. На самом деле важно вот посмотреть на вас, важно увидеть вашу реакцию, вот как там вы остыли, простили, можно ли как-то протиснуться назад в вашу жизнь. Но тут вас не проведешь, абсолютно не проведешь, вы это все видите, считываете, мужик не успел подумать, а вы уже знаете, что он подумает. Придется порядок наводить, либо призывать этих мужчин к порядку. Так, у кого свекровь? Свекровь, мне почему-то идет, что свекровь. Хотя, может быть, это и бабушка, например, вашего мужа, либо бывшего мужа. Здесь какой-то вопрос по имуществу, по наследству. Но, в принципе, плюсовой момент идет. Неожиданно плюсовой момент. Может быть, совесть проснется, может быть, они никак не участвовали в жизни внуков, там, правнуков, а то вдруг прям захочется, придет с какими-то предложениями, предложения толковые, предложения плюсовые для вас. То есть ей это плюс идет на совесть, а вам это плюс идет как карман, да, либо для ваших детей на будущее. Вот. Вы ее там не гоните, послушайте, может быть, действительно поймете, что все правильно, так и должно быть, так по справедливости. И вижу, что прям конструктивный диалог может появиться. И предложения очень, кстати, хорошие. Вот они сейчас хорошие, а когда придет время, они будут просто идеальными, самыми лучшими. Вот хорошие предложения будут делать. Так, кому-то поступит предложение по поводу получения, не знаю, каких-то знаний, навыков, как доп. Образование идет. Именно лично, персонально для вас. Это не ваше желание. Либо как, у вас есть желание, но вы не уверены, стоит, не стоит. Вот какие-то люди прям пристанут к вам и будут предлагать, рассказывать вам какие-то сказочные, удивительные истории, что, дескать, вы там закончите наши курсы, и все, там весь мир к вашим ногам, все, чего не пожелаете, у вас будет. Глупости какие-то будут рассказывать. Очень, кстати, красиво будут рассказывать. И кто купится на эти все рассказы, потратите деньги, а потом разочаруетесь. А кто не купится, тот молодец. То, что они вам предлагают, я так понимаю, что можно найти и по более доступным ценам, либо вообще самообразованием получить там, через тот же интернет, через книги. То есть все это можно найти. Так, еще кому-то будут предлагать медицинские услуги. Уж не знаю, какого характера, но это связано с медициной, потому что люди вот как в халатах идут. В принципе, неплохо, в принципе, очень даже и хорошо с правой стороны выходят. Здесь можно и здоровье поправить, здесь можно, не знаю, хороший чекап пройти, то есть обследование хорошее пройти, хорошие рекомендации получить. Вот тут отказываться не стоит, да, не стоит абсолютно. Тем более, то ли какие-то льготы, то ли какие-то скидки. Может быть, даже какие-то плановые моменты, когда бесплатно. Поэтому идите, конечно, проходите, выделите время. Я понимаю, что многие тут очень заняты, но выделите время, пройдите, и вы не пожалеете, вы будете крайне довольны. Так, еще предложение. Еще идет предложение, связано с каким-то, не знаю, с поездкой, с переездом. Вот кто у меня собрался куда-то ехать, либо планирует куда-то поехать, либо переехать. Вот у вас я вижу четкий план, либо четкое представление, куда я хочу, как я хочу. Может быть, у вас даже билеты куплены. Смотрите, вот как в последний момент придет какое-то приглашение в противоположную сторону, либо в противоположном направлении. Но очень заманчивое, очень выгодное. В данном конкретном случае первое предложение – это как ваш личный выбор, да, первый путь, первый вариант. А второе – это то, что предлагают вам высшие силы. Вот как высшие силы говорят, ты выбрала очень сложный путь, да, либо ты выбрала путь, который достаточно затратный, беспокойный, с какими-то подводными камнями.
вот ты хорошая женщина, мы хотим тебе помочь, поэтому мы вот в последний момент для тебя открываем какой-то вот прям easy way, то есть легкую дорогу, которая приведет вас к большим результатам, либо к большей радости, либо какой-то облегченный, да, облегченный вариант, комфортный для вас. Ну и вы прям так задумаетесь. Страшно, конечно, будет, но я так понимаю, что выберете именно то, что предлагают высшие. Вот как оно все удачно, все сложится для вас. Вы никогда не пожалеете. Никогда. У вас, кстати, будет потом в будущем возможность, как сравнить эти два варианта. И вы поймете, что высшие силы, ну, как наградили даже вас, да, наградили и сделали вам дар. Так, и еще вот прям напоследок, здесь вот кто-то из девчонок, ну вот как раз этот срок, да, 2 месяца, может 2 месяца и чуть-чуть там хвостик маленький идет, там несколько дней, получит предложение с кем-то сойтись, съехаться, вот проживать на одной территории. То есть мужчина будет делать вам такое предложение. Это не для всех, это для кого-то идет персонально. Причем мужчина как-то вот неожиданно для вас, неожиданно, да, в какой-то прям совершенно не по случаю, прям сделает это предложение, будет очень настаивать, возьмет на себя все обязательства по поиску, подбору, я не знаю, там жилья, может, там, по обустройству жилья. Вот, а вы, как принцесса, на все готовенькое к нему туда поедете. Такой прям хозяйственный мужчина. Он тебе очень покажет, что он заинтересован вами, что он любит вас, ну и, как говорится, к вашим услугам. Предложение будет получено. Я не вижу предложения выйти замуж, но я вижу предложение именно съехаться. Съехаться и вместе проживать на одной территории. Так, мои милые, на этом все.